Это случилось 23 февраля 1944 года. У нас отняли все: родину, имущество, историю. Отняли прошлое и настоящее. Отняли свободу и право на жизнь. Вслед за первым, увозящим наш народ эшелоном, солярный знак, колесо нашей жизни, повернулось вспять. В большой советской энциклопедии, в которой упоминались даже малые африканские народы, ингушам больше не было места. Мы должны были исчезнуть. У нас отняли все, что можно было отнять у человека. Лишь человечность не смогли они у нас отнять. «80 лет, 80 зим, спешной ссылки след еле различим, но настал февраль, новый и в мороз, сердце вновь стучит эхом тех колес, нами пережит самый страшный день, но внутри болит, словно там мишень, пулей каждый кадр этих февралей прорешечен ад памяти моей. Вот глаза сирот, мамин бред в ночи, раненый восход, плач и палачи. 80 лет, 80 зим, а пришел февраль, снова плохо спим.
Дади, а когда ты был в ссылке, ты часто вспоминал о родине? Всегда. Но по-особенному. Мы жили в Кокчетавской области. Шел 1952 год. До нашего возвращения оставалось еще долгих 5 лет. Хотя тогда никто и не знал, вернемся ли мы вообще. Один наш односельчанин каким-то образом попал на Кавказ и привез оттуда в платочке горсть кавказской земли. Настоящей кавказской земли, которую мы не видели мучительных 8 лет. Кавказцы, не скрывая слез, толпами приходили к нему в гости, чтобы посмотреть, притронуться, поцеловать родную землю. В иных краях, заброшенный судьбою, я странствовал от родины вдали, но я всегда носил тебя с собою, о горсть моей родной земли. Как сердце матери своим теплом ты грела, и я искал настойчиво и смело дороги, что на родину вели. Ты жизнь мою и честь в пути хранила, в борьбе дала мне мужество и силу. О горсть моей родной земли! Fevral bette يقوى نكارة سخلق حيارق تيازيت نديارة مقار دير حبا قار قار كم يخل يحقار تسعر غيره يشلق إلي على سبندر على عبوت أحوابي سبندر با قويت شرالة تدت يا زيت ويميخك
Иш истих оной аш Уазот дихка Урхай зервей михка Вот иттер эрже Мержия тох кадыр исхатыр Мержия Мерши муқидяха Вейтуқым телгыр Мелду қацуд Вейтым телгыр حبك سبندر حبي الخ سبندر مرز شولي الخ حبك سبندر حكد كد سبندر مرز شحيد حيد سبندر حبي الخ سبندر مرز شولي الخ قردم بيت صباح كجينريخ قردم قدم بي وزوت بينريخ قدم قدم وزوت بين ريخ قدم Был февраль. Из морозов и вьюг, голоданий, скитаний, невзгод, но не знал ни протянутых рук, ни испуганных глаз мой народ. Он нащупал надежду, чтоб жить, и нашел стопы цей, чтоб идти, чтобы я мог вот так выходить к вам на сцену, читая стихи. Жив народ, и душа его здесь, под ногами, родная земля. Нам не нужно великих чудес, нам, как впрочем, отчизна нужна. На пороге стоит вековой юбилей, полный веры и сил. Мой ингушский народ, ты герой, и на подвиги нам хватит сил. Я вернулся с войны домой в горы. Дождь холодный мне мыл сапоги. Не увидел родные аулы. Серой мглой затянулись огни. Свет в глазницах домов не поманит, теплым дымом с родных очагов лишь озлобленный ветер гуляет, воя в трубах безлюдных домов. От отчаяния гнутся колени, сердце гулко бьется в груди.
На войне много страшного видел. Здесь же слезы безудержно шли. Мне хотелось упасть на колени и зубами порвать тишину, зарыдать вместе с ветром на пару, проклиная весь мир и войну. Мне от мрачного вида жилища и от жуткой немой пустоты боль жестокая в душу вселилась. Страшно крикнул я до хрипоты. Запах смерти я явственно слышу, что народу грозит моему, что в пучине страданий и горя он исчезнет, как пыль на ветру. Я иду по тропе с ветром споря. Вот могилы родных навещу. Больше не с кем поплакать от горя. А живых я потом поищу. Где найду свой народ, я не знаю. Но как клятву слова я твержу, мы вернемся домой, в это верю. И я снова в горах оживу. Мы без гор, как народ, жить не сможем. Горы тоже тоскуют без нас. Kaçılan bir hey Şizamı yutış Sakın galalar Сидящ я Де хочешь рашка Сынғоцы қусыш Берсі чүні қышы Оғыш жердет Ғали чүргел қымқос Диалога қайкыш Сиглинга хежеш цар Шей ирездех Узымех цехтияны Ши баргеш қерзіш Ам илбеш валгын бол Кянтыр чухеш Чуй алсы ғаличы Хаттыр дедяшкы Шожлайныр шош изар Цар соны дут Он хочу сені Халғатты ғертіш Ғилы чөп әлігішті Менге истут Оқсахти ғалғыз Мәл қырқашы
По архивным документам НКВД СССР в итоге проведенных 3 мобилизаций в республике на фронт ушли 17 413 человек. А по сведениям отдела спецпоселения НКВД СССР в период с 1944 по 1948 умерло 104 704 человека. Но колесо жизни никому не остановить. И 9 января 1957 года был издан указ Президиума Верховного Совета СССР, которого так долго ждал наш народ. Домой! 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 В чем секрет этой башни старинной, пережившей людей и века? Благородной была и могучей, покорившая камни рука. Мы холодные камни ласкали, грел очаг изболевшую грудь. Символ духа Ингушская башня, маяком осветившая путь. Мы холодные камни ласкали, грел очаг изболевшую грудь. Символ духа Ингушская башня, маяком осветившая путь. Не сгубила ее лихолетие, не разрушила злоба врага. Это древняя башня на склоне, ингушам, как земля дорога. Не упала на безумие, не согнула свой каменный стан, только тихо стонала под ветром, когда гнали людей в Казахстан. Не упала на безумие, не согнула свой каменный стан, только тихо стонала под ветром, когда гнали людей в Казахстан. Есть в далеком Бишкеке могила, зябко тяжко в ней маме моей. Снись ей чаще Ингушская башня, пой песни бегущий ручей. Гонит рок нас по адскому кругу, сколько было их в нашей судьбе. Мы сердца своих камней одели, уподобившись башне тебе. А когда мы домой возвратились, словно добрая нежная мать собирала детей у подножья, чтобы горе свое рассказать. А когда мы домой возвратились, словно добрая нежная мать собирала детей у подножья, чтобы горе свое рассказать. Собирала детей у подножья, чтобы горе свое рассказать.